Приветствую вас, девы, на моем канале. Сегодня хочу рассказать, что будет происходить в вашей жизни в марте 2021 года. В таких сферах жизни, как любовь, карьера, финансы, здоровье. Мы посмотрим. Также мы посмотрим ваш внутренний мир, препятствия, которые могут возникнуть, и совет, я вам дам в конце. Делаю это все на 7 колодах. Каждая колода отвечает за свою сферу. Мне захотелось, знаете, как в благодарность вам за интерес к каналу, к моим видео, за лайки, которые вы ставите, за дизлайки, особенно за подписку, сделать для вас вот такой вот сложный расклад. Я намеренно не записывала перетасовку колод и саму раскладку, потому что, чтобы не отнимать ваше время, и сразу приступить к прочтению прогноза. Так вот, я взяла 7 колод для чего? Для того, чтобы каждая колода могла полностью участвовать в каждой отдельной сфере. И если где-то карта повторена, чтобы карты не повторялись. Вернее, чтобы карты могли повториться, потому что иначе они бы не повторялись, если бы я взяла одну колоду. У вас здесь, подождите, я хотела быстренько посмотреть. Нет, у вас здесь не повторяются, по-моему. Хорошо, тогда приступаем. Внутренний мир. Дев. Начинаем с внутреннего мира. Это первая половина марта, это вторая половина марта. Первая половина марта. Старший аркан существования. Что тут у вас? У вас будет, знаете, чувство глубокого такого доверия ко всему, что с вами происходит. Ощущение какой-то такой насыщенной, настоящей жизни, а не какой-то пассивной и замороженной. Чувство какого-то участия, вовлеченности в события, в ситуации, в перемены. То есть как будто жизнь заиграла какими-то новыми красками, понимаете? Поэтому тут возникает у вас такое ощущение, знаете, как будто вы понимаете, что вы занимаете какое-то определенное место во Вселенной, которое только ваше, и оно никем другим не может быть занято. Это только ваше место. И вы приходите к этому пониманию, что вы наконец-то нашли, это место. Хорошо, дальше. Смотрите, еще интереснее. Моя любимая карта. Мы — это мир. Как только вы, она говорит о том, что как только вы поймете себя, вы начнете понимать все человечество, потому что все мы одна семья, в одной лодке, грубо говоря, наша планета — это лодка, и все мы хотим одного и того же, но каждый из нас при этом индивидуальность. Мы выглядим все по-разному, но суть-то одна. Мы любим, мечтаем, боимся, ненавидим, все одинаково. И придет какое-то осознание на внутреннем уровне, ощущение родства со всем миром, понимаете? Тут видимо, это ощущение, когда вы нашли свое место, и вы переполнены этим счастьем, радостью как-то и вы готовы весь мир обнять, расцеловать, и танцевать. Такое классное состояние внутреннее. Так, хорошо, давайте переходим к насущным, темам, так сказать. Любовь. Тут у нас 6 мечей. О чем говорит? Тут нет стремления к новым отношениям, если кто-то хотел найти себе пару. Потом здесь, значит, есть 3 варианта развития отношений в паре. Первый вариант — это когда один из партнеров просто уезжает, но здесь точно мы говорим о расстоянии. Уезжает либо по делам, по работе, может быть, он как-то работает, знаете, у вас уезжает на 2-3 месяца, полгода, я не знаю, то есть партнер уезжает. Второй вариант. Вы в ссоре и просто решили пожить отдельно. То есть первый вариант — вы не в ссоре, просто это необходимое расставание. Второй вариант — вы в ссоре, поэтому вы разъезжаетесь по разным квартирам, домам, не знаю, у кого что. И третий вариант здесь — это когда люди живут под одной крышей, они вроде как семья, но они психологически далеко друг от друга. Такое тоже может быть, если не будет расставания физического, а вы будете на одной территории, то вряд ли у вас здесь будут тесные какие-то эмоциональные такие близкие отношения. И переходим ко второй половине марта, здесь 10 жезлов. Здесь вообще, понимаете, у людей, у которых нет пары, они вообще чувствуют какое-то угнетенное состояние одиночества, понимаете?
Также по этой карте еще может идти принуждение к браку, да, то есть тут либо пара молодая их заставляют, либо девушка забеременела, да, и есть такая необходимость жениться. То есть здесь вот может быть брак, но вот по какому-то принуждению есть какая-то причина. Может быть, надо выезжать куда-то и нужна, да, чтобы вы были именно в браке. Ну, там, в общем, хватает причин. Потом, что здесь еще? Здесь вообще очень ощутимо, знаете, какое-то такое насилие, подавление, перебор. То есть человек перегружен домашними обязанностями, ответственностью. Ну, это вообще для вас, девы, характерно. То есть как-то все это тащит на себе, при этом еще и винит себя, понимаете, что самое интересное. Но эта ноша, это просто ваши комплексы и страхи, понимаете. Тут для вас задача сохранить вот этот статус-кво, да, статус того, что вы в браке, да, что вы жена или муж для окружения. То есть для вас важно, вы не бросаете это все, потому что вы не хотите, да, чтобы вам там говорили, ой, там, она развелась там или он развелся, да, то есть вам важно сохранить вот это вот статус этот для окружения. И еще по этой карте идет, знаете, несовпадение темпераментов у пары. Может быть, просто несовпадение, когда одному человеку много, другому мало, и, в общем, не сходятся они в этом деле. Так, хорошо. Ну, тут знаете, как еще проигрывается, допустим, если вот у вас муж уезжает, да, допустим, на несколько месяцев, на полгода куда-то работать, то, конечно, получается, весь груз обязанностей ложится на вас, понимаете, он уехал, и вы здесь все должны сами, да, и зарабатывать, да, ходить на работу, и по дому все сами, и готовка, и дети, то есть как бы тяжело без мужа, да, если вот как у женщин, у кого муж уезжает надолго, это вообще это ужасно, да, как бы ни в магазин не поможет сходить, ни с детьми посидеть, в общем тяжело, все это как-то на вас наваливается, или просто муж безучастный, да, к вот этим житейским бытовым проблемам, просто безучастный, он есть, но он не принимает никакого участия, ему безразлично. Хорошо, переходим к карьере, да, здесь, смотрите, девятка пентаклей, это вообще карта вот ваша, да, таких трудоголиков, работяг. Она говорит, что наступает насыщенная деловая жизнь, то есть работа начинает кипеть, да, то есть там успех, там какие-то достижения целей, да, доведение дел до конца, какое-то продвижение, выгодные предложения, потому что тут, видите, люди приходят, они что-то вам вот предлагают, то есть вливания какие-то в вашу работу, в ваш бизнес, если вы бизнесом занимаетесь. То есть это очень удачно, независимо от того, работаете вы на кого-то, работаете вы на себя, ищете работу прекрасно, вы находите, да, то есть вы здесь по этой карте вы работу находите. Здесь карта показывает признание, уважение, авторитет, понимаете. Вообще она говорит, не откладывайте работу, да, вы вот прям берите, делайте здесь и сейчас, то есть это очень удачный период, вот первая половина марта очень удачный, то есть завершить какие-то дела, которые там долго уже тянутся, прям все будет удачно складываться. Переходим во вторую, да, половину месяца, и тут как бы у нас, знаете, немножко так деятельность трудовая приостанавливается, да, мы как-то погружаемся в себя, потому что по этой карте идет желание учиться, познавать мир, познавать себя в этом мире, то есть вот подчеркивается, видите, мы это мир, то есть как бы углубление. Карта также говорит о приобретении новых знаний, да, повышении квалификации, повышении своей профессиональной грамотности, какой-то, возможно, знаете, вот переход на какой-то новый уровень профессиональный. Но для этого нужно обогатить свой багаж знаний. Поэтому тут вот карта говорит, что, может быть, вам здесь что-то предложили, но для этого надо подучиться, да, то есть ходить на какие-то курсы, семинары, вебинары, да, то есть как-то поднять свой уровень профессиональный. И она тогда говорит, тогда вы вполне вот... Ну и также эта карта, конечно, говорит, что здесь люди могут быть связаны с наукой, образованием, учительством, да, то есть как-то вот... Вообще это тарологи, медиумы, экстрасенсы, да, вот все, кто связан с гаданиями, да, с изучениями, с потусторонним миром, с внутренним миром, то есть тоже проходят по этой карте. То есть вполне вы, может быть, увлекаетесь этим помимо работы. Ну, вот.
ну, как бы такая, скажем, профессиональная деятельность, да, очень активная, она тут как бы подутихает, да, она больше в первой половине. Здесь больше вот какая-то образовательная часть такая наступает. Хорошо, финансы. Финансы. Что тут с финансами? Шестерка кубков. Ну, шестерка кубков, как бы, да, это, ну, нормальная карта для финансов, да, она не говорит о каких-то там сумасшедших деньгах, просто стабильное, нормальное финансовое положение. Это вообще хорошее время для открытия своего какого-то малого бизнеса, для семейного бизнеса. Что тут еще может быть? Это вообще, кстати, какие-то, знаете, дополнительные какие-то премии, подарки, да, доходы, то есть, может быть, могут к вам приходить, да, то есть не ваши доходы, а доходы от кого-то к вам. Потом здесь еще, что тут еще идет? Здесь еще траты на улучшение своих условий дома, да, то есть это покупка в дом, возможно, вы планируете купить, да, какую-то технику, мебель, посуду, не знаю, там, постельное белье, то есть, да, как-то вот улучшить свою условия жизни улучшить. Ну, вообще она говорит, да, что если были какие-то проблемы с деньгами, допустим, да, там в феврале, то тут как бы ситуация стабилизируется, улучшается. И переходя во вторую половину месяца, тут вообще можно сказать, да, король жезлов говорит, что ну все, тут с финансами все отлично. Тут, видимо, вы хорошо поработали, да, и как бы пришли какие-то уже бонусы, дивиденды, да, помощь, поддержка. Появился какой-то человек, да, то есть человек, видите, вы тут кого-то впустили, и этот вот человек, он уже прям максимально, да, вам как-то содействует, помогает. То есть он вам, возможно, что-то предложит такое интересное. Возможно, он даже вам подарит какой-то подарок. От него даже можно ожидать какого-то подарка. Это роскошный, знаете, такой подарок. То есть это от какого-то украшения там до машины можно ожидать. Поэтому, ну, как говорится, да, у всех разный уровень, кто что может себе позволить. Но здесь вот карта говорит о том, что вы будете как-то, знаете, ну, для вас это будет круто, да, вам захочется похвастаться вот таким подарком. Поэтому вот ждите, да, ждите Девы во второй половине марта, да. Тут как бы по идее актуально в первой половине 8 марта, да, для девочек получить подарок. Но может тут ваш мужчина, да, молодой человек, он как бы немножко запоздает с подарком, но этот подарок будет очень шикарный, да, тут его стоит подождать, этот подарочек. Поэтому так, смотрим, что тут дальше. Дальше у нас идет здоровье, пятерка мечей. Значит, со здоровьем могут возникнуть проблемы. Это ухудшение состояния. Здесь может быть неправильно поставленный диагноз. Просто, знаете, такое плохое самочувствие. Какие-то вот боли, ломота, да, вот как-то себя чувствуешь просто некомфортно. Перенапряжение может, кстати, быть. Тут, видите, люди борются. То есть, может быть, вы просто в спортзале, да, перезанимались. И вот такое вот ощущение, да, когда все мышцы болят. Вот. Поэтому тут как бы вроде как ничего страшного, да, но все равно такие мелкие какие-то проблемы все равно могут быть. Король кубков. Ну, король кубков у нас, тут проблемы, если и будут, то проблемы связаны, знаете, вот с водой. То есть это нарушение водного баланса, это какое-то, может быть, даже алкогольное отравление, обжорство, излишество, да. То есть он любит тут покушать, выпить, посидеть. Тут видите, какой он такой тучненький мужчина. Ну, в принципе, ничего такого глобального, страшного. И тут, если вы приболели, то тут хорошая тенденция к выздоровлению, да. Очень быстро как бы можно поправиться. Хорошо, так, переходим к препятствия, да. Смотрим препятствия. Ну, вы знаете, что тут можно сказать? Вы вообще, конечно, человек, который зависим от одобрения окружающих, да, вот как бы глядя на это все, да, вы тут стараетесь сделать максимально свою работу хорошо, да, лишь бы вам сказали, какой вы молодец и какой вы классный специалист, да, поэтому вы готовы тут сутками, понимаете, напролет сидеть на этой работе, да, уйти в 7, прийти в 11, да, свое здоровье оставлять на этой работе только для того, чтобы вас, да, руководство похвалило и сказало, ну, да, ты молодец, или там вы сами себя похвалили, если вы сами себе руководитель. Ну, карта говорит, что
Все это хорошо. Единственное, что, конечно, здесь нужно следить за здоровьем, да, по этой карте. То есть здесь вам вреден малоподвижный образ жизни. То есть здесь, если вы на работе все время сидите или все время стоите, да, то карта говорит, что могут быть от этого проблемы со здоровьем. И пятерка мечей как бы это подтверждает, понимаете? Поэтому побольше вставайте, двигайтесь, перемещайтесь куда-то, выходите, делайте перерывы, садитесь, да, если вы присаживаетесь, если вы там стоите целый день на ногах. То есть, ну, как-то вот старайтесь, потому что это карта препятствия, то есть это проблема, которая может возникнуть. Эта проблема может связана быть со здоровьем. Так, хорошо. Проблема, которая может возникнуть во второй половине, да, марта. Это у нас колесо фортуны, карта называется. Она говорит о том, что у вас будет желание быстро все как-то изменить, да, все вот перевернуть. Вообще колесо, оно прокручивается, и карта говорит, что вам захочется все как-то быстро прокрутить и изменить, да, в своей жизни. Но она говорит, не надо, это может повлечь за собой плохие последствия, понимаете? То есть это может быть таким потом препятствием. Вы это все быстро вот как по десятке жезлов, да, вам захочется бросить все эти жезлы, да, все эти дела домашние, сказать, да ну его, короче, это все, надоело все это тянуть на себе. А потом, понимаете, вы можете пожалеть об этом. То есть вы сделаете какое-то резкое движение, да, и, в общем, можете очень пожалеть. Поэтому карты советуют как бы не делать каких-то резких изменений в своей жизни, да, не проворачивать это колесо жизни быстро. Эта карта вообще вот говорит о том, что все должно быть постепенно, да, вовремя. И, кстати, и вот эта карта тоже говорит об этом же. Сейчас давайте по очереди. Сначала мы посмотрим письмо, да, первая половина. Письмо о чем говорит? Она говорит, что здесь просто будет очень много работы с какими-то, знаете, с почтой, с мейлами, письмами, смс-ками нужно будет разобраться. Нужно будет составить список дел, записать свои мысли, да, то есть тут просто очень много у вас домашних дел и очень много дел на работе, и очень много информации. Чтобы это как-то все успеть сделать, все это нужен тайминг, да, нужно все записывать. Ну, вам как никому, да, это известно. То есть вы в этом у нас специалист. Вы как никто можете все это расписать, записать и рассортировать, и сделать. У вас все получится, да, и все вы сделаете. Поэтому она говорит, вот включайте свою эту черту, да, черту Девы, и вот тогда у вас все получится, вы все успеете. А вот карта рыбы, да, что она советует на вторую половину марта? Она советует плывите по течению, да, плывите просто по течению, не старайтесь как-то влиять на ход событий. Это вот эта карта тоже об этом. И не ускоряйте их, никак не влияйте и не ускоряйте. То есть не надо пытаться изменить свою жизнь, понимаете? Тут бросить мужа, да, там уйти от мужа, уйти от жены, да, то есть как-то попытаться в работе что-то изменить, она говорит, не надо, вот, ну не надо, просто пока вот вторая половина марта, плывите по течению, не спешите, не надо делать никаких резких движений, все придет постепенно, медленно, все придет. У вас, видимо, такой, знаете, запал по картам существования, и это мир. Вы, видимо, начали что-то делать, у вас начало получаться по девятке пентаклей, да, и вы прям в таком запале, вам хочется все это перевернуть, изменить, да, все перекроить, весь образ жизни. Она говорит, подождите, пока не торопитесь. Все спокойно, все поочередно, все придет, все вовремя, просто не надо. Все, живите, как и жили, да, и потихонечку все это выплывет на новый уровень. Все постепенно само изменится, понимаете? Просто надо время, чтобы, как бы, так сказать, все вокруг вас перестроилось, да, и вся энергетика, вселенная, все это сама все перестроит. И дел у вас станет меньше, то есть как-то они сами, знаете, рассосутся, по-другому не скажешь, да. Там что-то муж заберет на себя, что-то коллеги, что-то, и, в общем, у вас время освободится на то, чтобы заниматься, да, чем вы тут вот задумали, потому что здесь карта обучения идет, то есть что-то вы здесь задумали. Вам хочется познавать, узнавать, углубляться в то, чем вы занялись. И, конечно, вам хочется тут быстрее, быстрее, да, и вы никак не можете насытиться этими знаниями. Ну, тут не спешите, все надо потихонечку.
Вот такая у меня для вас информация, девы. Надеюсь, вам как-то актуально, понравилось. Так что пишите мне комментарии, мне будет очень интересно почитать. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь обязательно на канал, я буду выкладывать новые видео. И благодарю вас за просмотр, за внимание к каналу. До новых видео.